Утро на телеканале «Россия» продолжает «Вести Чувашия», в студии Екатерина Данилова. Здравствуйте. На календаре четверг, 15 июля. С сегодняшнего дня начинается прием заявлений на выплаты школьникам к новому учебному году. Напомню, поддержать семьи школьников рублем распорядился Владимир Путин в апрельском послании Федеральному собранию. На выплату в 10 тысяч рублей могут претендовать семьи, опекуны и попечители детей от 6 до 18 лет. Если ребенок все еще не достиг 6-летнего возраста, он также может получить выплату, но с условием, что 6 ему исполнится до 1 сентября включительно. Деньги смогут получить и люди с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются в школах или интернатах. Для этого необходимо подать заявку на портале госуслуги или лично в отделении ПФР. Из документов понадобится паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС родителей ребенка, а также банковские реквизиты для перечисления пособия. Если у вас двое и более детей, одного заявления будет достаточно. Первые выплаты начнут приходить уже с 16 августа. К другим новостям. Тяжело в учении, легко в бою. В Цивильском районе Чувашии прошел чемпионат ПФО по практической стрельбе. Да, не торопись, спокойнее. Свои навыки показали бойцы 10 спецподразделений правоохранительных органов со всей страны. По условиям состязаний все упражнения выполнялись при полной боевой экипировке, включая бронезащиту, причем в условиях максимально приближенных к боевым. Так, первое место в командном зачете заняли сотрудники отдела специального назначения «Мангуст» из Самарской области. В дуэльной же стрельбе первое место у наших земляков из отдела специального назначения «Гром». Большой праздник чувашской культуры Уяв во второй раз прошел в татарском селе Аксубаево. Поздравить Чуваши приехал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Сердечно поздравляю вас с праздником чувашской культуры Уяв. Гостей и участников праздника встречали хлебом и чак-чаком. Для них подготовили и насыщенную развлекательную программу. На большой площадке можно было полюбоваться изделиями декоративно-прикладного искусства, принять участие в различных мастер-классах, а также в состязании частушечников и гармонистов. Кроме того, гостям предложили зайти в усадьбу Чуваш-Чурча на новоселье, где всех желающих угостили национальным квасом и ухой, а также познакомили с обрядами и бытом чувашей. То, что сегодня мы видим, это красота, мощь чувашского народа наравне с другими народами показывает нам, что Россия, она сильна именно своими традициями, своими народами, своей красотой и вот этими праздниками. Отмечу, сегодня на территории Татарстана проживает 120 тысяч чувашей. Жара не отступает. Столбик термометра по-прежнему показывает плюс 32. Однако по сообщению Гидрометцентра Республики сегодня местами пройдет гроза. Выходя из дома, не забудьте зонт. Таковы вести к этому часу. Я желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».